С долгожданной весной вас, друзья! Сегодня с вами ведущие 5-го выпуска школьных новостей Аня Федорова и Никулина Соня. Давайте начнем. Начнем с того, что в связи с карантином школьники отдыхали почти целый месяц. Наверняка все ребята успели набраться новых сил и энергии для участия в весенних мероприятиях. А предвестником всего этого стало торжественное закрытие года дополнительного образования 17 февраля, где все самые активные участники были награждены. Желаем кружковцев новых творческих успехов. Смотрим фотографии. — 19 февраля свои интеллектуальные способности учащиеся смогли проверить на военно-патриотической квест-игре. Участие в ней приняли команды с 6 по 11 класс. Вы находите задание, отгадываете и приносите мне. Я его проверяю и ставлю соответствующие баллы. Это кабинет уже. Буква. Вторая буква. День Победы! День Победы, как он был, вот нос далек, да? И, наконец, победитель становится команда ГСТВ класса. Так как сегодня проходило такое мероприятие, как квест-игра, посвященная военно-патриотической тематике, какое задание тебе понравилось больше всего? Больше, где надо было петь, потому что мы на нем набрали больше всего баллов. Как прошла игра? Отлично. Как ты думаешь, какое место вы займете? С 1 по 3. Какую станцию вы проводили? Красный Крест. Почему станция так называется? Потому что Красный Крест — это всемирная организация, оказывающая гуманитарную помощь пострадавшим. И так как сегодняшняя наша квест-игра называлась «По дорогам Великой Отечественной», то, конечно, на военных действиях всегда были раненые люди, и оказание первой помощи было очень актуально. В чем суть станции? Станция по оказанию первой медицинской помощи. Ребята должны были посмотреть на алгоритм действия и указать на тот пункт, который находится не на своем месте, и указать на то, где оно должно было располагаться. А какое место вы заняли? Мы заняли 1 место. Понравилась ли вам игра? Да. А какая станция, по твоему мнению, была самая сложная? Таких не было. 4 марта среди 8 классов был проведен смотр литературно-музыкальных композиций «Славлю армию свою». Классы целыми коллективами исполняли песни, показывали сценки. Репортаж Ани Федоровой. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы находимся на смотре спектаклей для 8 классов по празднику 23 февраля. Воин – это человек чести, это лучший из нас. История появления этого праздника своими корнями уходит в далекое прошлое. Сегодня, завтра и всегда. Пусть небо будет голубым, пусть в небе не глумится дым, пусть пушки грозные молчат, а пулеметы не строчат. На следующий день, а это 5 марта, школа снова стала площадкой для проведения масштабного мероприятия. А именно 6-го республиканского математического праздника. Школа приняла 559 шестиклассников со всей республики. Наш корреспондент Люба Никифорова побывала на месте. Всем привет! Сегодня, в этот воскресный день, в нашей школе проходит математический праздник. Сейчас в наших кабинетах проходит олимпиада. После этого будет разбор задач, игры по станциям и награждение лучших участников.
идем по шарику. Через уравнение. У малыша взяла за x, тогда у каждого будет от единицы вычитаем x. А сейчас мы зададим несколько вопросов нашей вожатой. Привет. Привет. Какие дети приехали? К нам приехали дети со всей республики, 6-7 классы. Хорошо быть вожатой? Вожатой быть немного сложновато, но это очень классно. Всегда получаешь что-то новое, узнаешь. И это, конечно же, опыт. Ребята все очень классные, и это очень здорово. А с какими трудностями ты столкнулась? Ну, ребята могут быть непослушными, но не сегодня и не у меня. А вот столько много детей приехало со всей республики. А как вы их распределяли? Мы распределили всех наших детей по отрядам. Отряды мы распределили по цветам и по фигуркам. У меня розовый квадрат. Спасибо, пока. Пока. Одним из самых ярких весенних событий можно назвать ежегодный конкурс «Мистер Выпуск». Проводится он среди 11 классов. Визитка, творческий номер, рассказ о будущей профессии. Это еще не все испытания, которые ждут участников. За ходом следила Тамара Благинина. Всем привет! Сегодня в школе у нас проходит конкурс «Мистер Выпуск 2017». В нем участвуют 4 представителя с каждого класса. Они покажут нам свои таланты и способности. Поистине праздник мужской красоты и элегантности, который мы посвящаем всему женскому коллективу нашей школы. И мы желаем вам удачи! Ни муха, ни пера! И отправили меня в детскую школу искусств, которую я окончил с отличием, и по классу аккордеон, народные инструменты. Как у вас настроение? Отлично! Я не сомневался, ведь у нас за окном весна. Прекрасная погода, не так ли? Можно сказать, я видел в них свое детство. И не хотел, чтобы они совершали таких же ошибок, как и я. Моя мама по образованию кондитер. И с самого детства, когда я приходил к ней на работу, она меня угощала разными сладостями. И, наверное, поэтому с самого детства у меня любовь к сладостям, к шоколадкам и прочему. Я выбрал профессию пилота, потому что небо зовет настоящих мужчин. Ведь полет — это самое лучшее, что есть на Земле. Я бы жизнь всю перемотал и никогда больше не отпускал, ведь ты именно та, именно та. Награждается Слепцов Виталий. И сейчас мы поговорим с победителем конкурса «Мистер Выпуск 2017». Привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Слепцов Виталий, и я староста 11 В-класса. Какое задание тебе показалось самым интересным? Самым интересным? Ну, это, наверное, вопрос об экологии в республике. Долго ли ты готовился к этому мероприятию? Нет, за 2 дня.
Как ты думаешь, все ли участники показали себя на высоте? Прекрасно. Они все прекрасно показали. Вот. Спасибо. Всем привет! С вами рубрика «Занимательные эксперименты» и я ее ведущий Михаил Борисов. Прошлый эксперимент с лазером не удался, но мы теперь поставим его по-другому. Вместо рук у нас будут штативы с пластилина. Теперь мы все это берем и будем ставить в коридоре. Будем крепить зеркала и лазеры к штативам. Эксперимент удался. Луч вернулся, откуда и светил. В нашем эксперименте нам помогали помощники. Меня зовут Алиса, я из 8 Б. Меня зовут Саян, я из 8 Б. Нам было приятно помочь. И на этом наш эксперимент заканчивается. Главная сложность в том, что луч лазера вблизи будет выглядеть как точка, а сдалека 30 метров с размером ладони. Здравствуйте, с вами рубрика «Полезные советы» и я ее ведущая Макарова Милена. В связи с минувшим праздником 8 марта мы подготовили маленькие полезные советы для девочек. И первый совет. Изнашиваем туфли. Если туфли вам оказались малы, не расстраивайтесь. Наденьте носки и туфли и посушите феном. Дождитесь, походите в них, пока они растянутся. Если они недостаточно растянулись, повторите процесс. И второй совет. Чтобы на пальцах от кольца не оставались синие пятна, покрасьте внутреннюю часть кольца прозрачным лаком, и тогда пятна точно не останутся. И третий совет. Чтобы убрать со свитера катышки, просто потрите ее пемзой. И четвертый совет. Когда вы вешаете чистую одежду на плечики вешайте одной стороной, а вещи, которые вы уже носили, другой. Тогда вы точно не запутаетесь, какие вы вещи носили, а какие нет. И пятый совет. Пропустите цепочку через соломинку, тогда она не будет путаться. Вы сэкономите и время, и нервы. И шестой совет. Положите в обувь соду или чайный пакет, и тогда неприятный запах пропадет. Седьмой совет. Труднодоступные швы можно разгладить с помощью утюжка для волос, не прибегая к использованию утюга. И восьмой совет. Жвачку с волос можно достать с помощью кубика льда. Жвачка твердеет, и ее легче снять. Также таким способом можно снять и жвачку с подошвы. И девятый совет. Чтобы лак быстрее высох, опустите пальцы в холодную воду на 3 минуты, и лак тогда точно высохнет. И 10 совет. Если карандаш вам буквально царапает веки, подержите его кончик над пламенем, тогда он станет мягким. И 11 совет. Возьмите расческу и попрыскайте их духами, а затем расчешитесь. Тогда от ваших волос будет идти долгоиграющий аромат. И 12 совет. Чтобы заколки не падали, попрыскайте их лаком для волос и закрепите. Тогда они точно не упадут. С вами была рубрика «Полезные советы», и я поздравляю всех девушек с прошедшим 8 марта. До свидания. Друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. Но впереди нас еще ждет много чего интересного. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте включать уведомления, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Тише, я одна шумлю. Да, я захотела. Не задумались. Привет, представься, пожалуйста. 3, 4, раз, два. Ну, шагаем заряд. Все учатся, работают, горбатятся. Давайте самое-самое быстрое, что мы прям можем. Главное, чтобы ты хоть смог. Я смогу. Алексей, готов? Зал готов? Раз, два, три. Ты победа высшей истории 29 школы! Ура! Спасибо большое. Спасибо. Рубрика «Занимательно». Но. Другой. А уже грязные вещи. Наверняка все ребята
19 нам нужна площадка для мероприятия масштабного. Хорошо. Чемпионс! У солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят часовые на посту. В городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу.